о жизни и деятельности уроженцев Таджикистана на гостеприимной земле братского татарского народа, а также о татарах и русских в Таджикистане. Шумо Чехел, Дустони Азиз. Здравствуйте, дорогие друзья. В качестве эпиграфа к своей книге я бы там использовал слова Рудаки: «Ты для благих минут живи». В предисловии книги я написал о том, что примечательно то, что первой откликнулась на идею брошюры таджикская община. Наследники народа, истори, тянувшиеся к знаниям, не утратили тягу к книге. Она для них некий абсолют, отражающий духовный облик народа. Выходцы из Таджикистана, народа с исконно высокой духовной культурой, инстинктивно тянутся в Челны, оседают здесь. Уверенно претендуя на символ обновления, они преображаются на глазах, ассоциируясь с образом города высокой культуры, цветущей юности и творческого вдохновения. В панораму изящно вметнувшееся к небу здание органично вписывается яркая примета времени. Полотно дорог, зелень проспектов с яркими красками цветочных клумб, опрятные остановки, Wi-Fi на площади Азатлык, бульваре энтузиастов. В микрорайонах радует глаз евростиль сануборки. Прежде, как корреспондент журнала сатиры и юмора «Чаян» Скорпион Кабинета министров Татарстана писал о мусоре у Камы, о разбитых подземных переходах, ухабах на дороге, страшных подъездах, а ныне радует чистота у реки, приятно слышать звук шагов по лестницам подземок. В домах проведен капремонт. На их фоне анахронизмом последний из магикан пивные компании, зеркало впечатляющих метаморфоз духовной сферы города, бульвар энтузиастов и площадь Азатлык с флешмобами социально активной молодежи, призванными будить у арьегарда свое поколение о прогрессивной культурной ментальности. В путевых очерках из «Жемчужин Востока» восторгался их культурой. Приятно отметить успех усилий администрации Челнов в аналогичном направлении. Множатся уникальные храмы культуры и спорта. Это и дельфинарий, подобный только в Москве, при Черноморье и Приморье, и редкой отделки зала органной музыки. Растят чемпионов ледовые дворцы, бассейны, их двери, как и Дома дружбы народов, родник, концертных залов, вузов, гостеприимно распахнуты для всех, включая выходцев из Таджикистана. У города своя харизма. Тысячами невидимых, но прочных нитей он крепко связан с зарубежьем. В старину монархи, закрепляя дружбу, отдавали дочерей за принцев соседних держав. Разноязыкие строители КамАЗа, создавшись с татарами семьи, благодаря связям с родиной предков, олицетворяют собой символ неразрывных уз и кровного родства моего народа с таджиками, азербайджанцами, грузинами, казахами, узбеками, украинцами, не говоря уже о русских. Это залог нашего единства и согласия. Закономерный итог коммуникаций – явление народной дипломатии. Поддерживая в социальной сети дружеские связи жителей Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, осознал важность народной дипломатии. Мы можем сделать для дружбы и согласия этносов больше, чем ограниченные протоколами официальной дипломатии. Миссию доброй воли не переоценить, особенно на фоне забвения традиций сотрудничества народов. Цель народной дипломатии – показать миру соплеменников с лучшей стороны. Что знали в СССР о том же бренде татарского народа? В толковом словаре Ожегова с пометкой «Разговорный шутливо читаем Сабантуй» – это шумное веселье, попойка. Эйзенштейн и Тарковский, ему татарская земля в годы войны предоставила убежище, он в кавычках «отблагодарил», представляли нас с раскосыми и жадными очами. Эти слова принадлежат Блоку.
Насколько помню, он там писал: да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Консулы народной дипломатии призваны ломать стереотипы. По воспоминаниям почетного гражданина города, заслуженного работника культуры коренной челнинки Гульзады Ханум Рзаевой. Она говорит: 40 лет назад, это к моменту выпуска издания нашего, 30-тысячные челны представляли татары и русские. На всесоюзную ударную стройку прибыли посланцы республик СССР. Мы старались им показать красоту культуры нашего народа. Они были шокированы, узнав, что татары ничем не отличаются от остальных, такие же люди, с европейским типом лица. Не думали, что у вас такие большие глаза, смущенно признавались они. Оказывается, думали. Мы цивилизованные люди. Пардон. Она подчеркнула: ни у кого с Кавказа, Средней Азии не было и тени национального превосходства. На ее глазах город рос, расцвел общинами, как небо, цветами радуги. Национальные диаспоры – наше достояние и предмет гордости. Благодаря дружбе и согласию народа Татарстана за рубежом с достоинством и без опаски ношу на голове свой национальный убор. Мы прекрасно осведомлены о взаимной неприязни целых народов. Как о неотъемлемом достоянии и достижении рассказываю всем. Более 1000 лет назад в сознании моих предков укоренилась этническая и религиозная толерантность. Это бесценный дар Всевышнего. Его удостаиваются не все, ибо, как пишет свободная пресса в статье «Мы иммигранты», возникают вопросы о самой возможности и характере взаимодействия постоянно живущих в стране людей, приезжих, проблемы взаимоотношений. Ведь именно на этом начальном этапе что-то еще можно исправить, разрешив в режиме опережения те противоречия, приводящие к проблемам масштаба бунта на Манежной площади. А далее я приведу слова некоего приглашенного в студию «Эхо Москвы» Будберга, который он дал интервью моей сокурснице бывшей Ольге Бычковой, моей сокурснице по журфаку Уральского государственного университета. Будберг сказал: вопрос существования национальности, имея в виду гастарбайтеров из СНГ, сказал он, стоит остро, очень злободневно, и он не пройдет бесследно и безболезненно, требует обсуждения, и замалчивать его нет смысла. Он требует некого обсуждения. Но ближе к теме. В колорит Челнов, города передовой культуры, неповторимый узор вплетает замечательная таджикская община с сокровищницей нематериального наследия славных предков. Их житейский менталитет органично вписывается в жизнь и быт коренных жителей города. В Татарстане делается все для малочисленно представленных народов. Только в Автограде 16 общин успешно работают воскресные школы. Одна из самых высоких по уровню образования и воспитания в духе гордости за свой великий народ, прививающий трепетное отношение к наследию предков, таджикская национальная школа. Земляки великого Самани со свойственным им размахом и радушием отмечают Навруз и религиозные праздники. Для этого, как и для свадеб, юбилеев, им безвозмездно предоставляется Дом дружбы народов Чишмя, родник. Фольклорный ансамбль диаспоры радует на праздниках. У выходцев из Таджикистана собственное жилье в городах, деревнях, либо снимают большие квартиры на 4-6 человек. Проблемы общин решают главы городов. Нужды и заботы национальных диаспор в поле зрения нашего президента, уважаемого Рустама Афенди Минниханова, спикера Госсовета Республики, председателя Совета Ассамблеи народа Татарстана, уважаемого Фарида Афенди Мухаммедшина. Жизнь таджикской диаспоры национальных общин республики освещает журнал «Наш дом Татарстан». В Челнах, в Роднике, при таджикской общине открыт центр оказания помощи при получении гражданства и адаптации к трудовому рынку в Российской Федерации.
Учитывая сложность этой темы, я решил пока ограничиться, вот в первой части нашего видеосюжета, ограничиться этой информацией. А кому будет интересно, я особенно уверен, что такой интерес непременно будет у представителей официальных структур, как в Татарстане, так и в Таджикистане. Вот. А у просто, скажем, частных лиц вряд ли энтузиазм большой вызовет. Вот мой рассказ. Ну, как журналист я был обязан в предисловии к книге, к брошюре о Таджик-Татарстан непременно сделать вот такого рода предисловие. И вот с одной из частей этого предисловия мы вас ознакомили. Ну, а дальше я постараюсь как можно короче раскрыть то, как успешно у нас в Татарстане реализуется концепция государственной национальной политики, которая была утверждена указом президента Татарстана в 2008 году. И далее, я думаю, будет более интересно послушать о наших связях Татарстана с Таджикистаном. Ну а пока спасибо за внимание. Надеюсь, останетесь с нами, будете слушать вторую часть. Тобоздит.